В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Вагоны с углем сошли с рельсов в Амурской области. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. В республике новая традиция. На якутской телебашне будет включаться иллюминация в честь новорожденных. Региональный чемпионат по волейболу завершился в Якутске. Подведены итоги. На железной дороге в Амурской области сошли с рельсов 10 грузовых вагонов с углем, 7 из них с опрокидыванием. Нарушен габарит пути в обоих направлениях. В настоящее время происходит задержка в движении 4 пассажирских поездов дальнего следования. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На станциях работают оперативные группы спасателей. К ликвидации последствий аварии привлечены более 60 человек, задействовано свыше 20 единиц техники, в том числе 2 аварийно-восстановительных поезда. Проводится информирование населения об изменении графика движения поездов. Следователи проводят процессуальную проверку по факту обнаружения тела неизвестного мужчины после локализации пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Айхал Мирнинского района, в результате которого сгорело здание на площади 360 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили фрагменты тела человека. Личность погибшего устанавливается. Также в медицинское учреждение доставлены 2 пострадавших, которым оказывается необходимая помощь. Сегодня в Национальный день здоровья Якутии будет заложена новая ежегодная традиция. На якутской телебашне будет включаться иллюминация в честь новорожденных. В прямом эфире телеканала «Якутия-24» в 21 час подсветка примет красный или синий цвет в зависимости от пола новорожденных в этот день. Отмечу, что первым сегодня родился ребенок в Хангалавском улусе. За этот час родились 10 детей. Сегодня Якутия отмечает Национальный день здоровья. Праздник был установлен 15 марта 2000 года. Глава региона Айсан Николаев поздравляет всех якутян с национальным праздником. Он отмечает, что оздоровление жителей республики – это самая главная задача, стоящая на сегодняшний день. В регионе огромные ресурсы направлены на строительство объектов здравоохранения. Особые слова благодарности глава обращает врачам и всем медицинским работникам, которые, жертвуя собой, спасают жизни якутян. Айсан Николаев пожелал всем хорошего настроения, благополучия, удачи и, конечно же, крепкого здоровья. Также в Якутске торжественно дали старт Году здоровья. На мероприятии презентовали экспозицию лучших региональных практик. Более подробно в материале Дмитрия Тымырова. Электронная экспозиция, посвященная Году здоровья, в регионе открылась в музее «Россия. Моя история». Здесь, по словам организаторов, представлены лучшие региональные практики в сфере здравоохранения, в рамках которого представители этой отрасли поделились информацией о предстоящих основных мероприятиях тематического года. Ежегодно мы выезжаем в практически треть, наверное, районов республики. Значит, в этом году мы уже работаем на данный момент в Чурапчинском районе. Далее будем выезжать в Верхоянский район. Будут охвачены, конечно, арктические улусы. Будем выезжать и в промышленные районы. Это Алданский, Нерингринский, мы планируем, Ленский. «Волна здоровья» – именно этот проект стал ключевым и основным на сегодняшней экспозиции, показатели которого уже результативны. Только с начала реализации данной программы всего медицинским осмотром было охвачено несколько тысяч якутян. И в этом году этот проект заработает с новой силой. В течение года будем выезжать, значит, Устьянский район, в плане у нас стоит Усмайский район. То есть те районы, которые очень нуждаются в том, чтобы были проведены консультации узких специалистов. О лучших показателях работы в рамках данного мероприятия рассказали представители медицинских учреждений региона. Так, представитель медицины катастроф отметила, что благодаря усиленной и слаженной работе в прошлом году была четко выстроена работа с больными с COVID-19. И в связи с этим серьезных проблем с транспортировкой больных с коронавирусом не было. С целью обеспечения эпидемиологической безопасности в нашем учреждении была создана отдельная бригада, отдельные 2 бригады, которые работают и эвакуируют больных только с новой коронавирусной инфекцией. И в прошлом году, если мы примерно выполняли около 1500
санитарных заданий, то в прошлом году эта сумма достигла практически 2000. Хорошую работу по итогам прошлого года также показали и врачи онкодиспансера. Именно поэтому здесь на выставке представлена отдельная информационная зона о работе региональных онкологов. Онкодиспансер работал, несмотря на то, что в плановом режиме, но ни один день не был пропущен. И еще, значит, наш проект был также представлен на форуме онкологов Дальнего Востока, Сибири и Дальнего Востока, получил очень положительный, хороший отклик от наших коллег, и наш опыт переняли в регионах Сибири и Дальнего Востока. В целом, в рамках Года здоровья будет проделана большая работа. Будут строиться и модернизироваться центральные районные больницы, поликлиники и стационары. А информационная выставка в музее «Россия. Моя история» будет дополняться и обновляться каждый раз. И любой желающий может здесь ознакомиться с лучшими практиками региональной медицины. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. 41 новые случаи коронавирусной инфекции выявили за сутки в Якутии. Так, в Якутске 32 случая, в Мирнинском районе 4, а в Кобяйском, Неренгринском, Тампонском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по одному случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2442 исследования на коронавирусную инфекцию. Между тем, вакцину от коронавируса получили 45 336 жителей республики. Второй этап вакцинации прошли 24 817 человек. Отмечается, что активно получают прививку от коронавирусной инфекции в Якутске, Валданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Жиганском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Аймиконском, Татинском, Усть-Алданском и Хангаласском районах. Меньше всего провакцинировано с учетом имеющейся в наличии вакцины в Абыйском, Анабарском, Верхоянском, Момском, Устьянском, Чурапчинском и Эвено-Батантайском районах. Тем временем в Москве началась вакцинация участников исследования препарата «Спутник Лайт». В дальнейшем вакцину предполагается использовать в сочетании с двухкомпонентным препаратом «Спутник Ви». По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок. За 2 дня медицинский осмотр прошли 490 человек. Добровольцем может стать человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Итоги акции «От сердца к сердцу» подвели в Якутске. Напомним, она стартовала 3 декабря прошлого года по инициативе Дома дружбы народов имени Кулаковского. Каждый житель республики мог выразить слова благодарности медикам красной зоны, всем, кто находится на передовой, спасая жизни пациентов. В торжественной обстановке героям акции были вручены дипломы. К другим темам. Правительство Якутии утвердило размер предельной стоимости услуг проведения капремонта домов на этот год. По сравнению с показателями прошлого года по отдельным видам работ имеется значительное увеличение. Речь идет не о размере сбора с жильцов, он останется неизменным, а о сумме, которой региональный оператор будет ограничен при проведении капитального ремонта. Стоимость утверждена с учетом конструктивных элементов, а также местонахождения объекта для каждого муниципалитета в зависимости от типа домов и вида ремонта. Сегодня в Якутске завершился республиканский чемпионат по волейболу, который проходил с 24 февраля. Медали соревнований оспаривали 6 сильнейших команд на площадке Дворца спорта «50 лет Победы». В результате победу одержала команда Алекминского района, на 2-м месте спортсмены из Намского района и 3-е место заняла команда города Якутска. Ну, конечно, в связи с пандемией команды не все, так понял, что хорошо тренировались, так как спортивные объекты были закрыты. Но, несмотря на это, очень хорошую игру показала сборная команда Алекминского района. Ну и, конечно, также хорошо сыграла сборная команда Намского района. Якутск присоединится к челленджу «100 ходов до всемирного фестиваля ГО Genius Extreme». В его рамках регионы России сыграют в партию ГО, в которой каждому из участников нужно сделать ход или комбинацию. Затем эстафета передается следующему игроку. Эстафету Якутска передаст Белгород.
1 марта в столице республики сделают ход, а также проведут мастер-класс «Паго» для школьников. Данная акция проходит в целях поддержки Всемирного фестиваля, который пройдет в рамках чемпионата мира «Паго» на острове Русский. Россия станет первой европейской страной, принимающей чемпионат за 40 лет его существования. Фестиваль соберет гостей из 77 стран мира и состоится с 5 по 7 июня во Владивостоке. Отметим, что в составе организационного комитета соревнований находится глава Якутии Айсен Николаев. Где есть чай, там под елью рай. Но какой же чай без самовара? Знает все об этом предмете быта житель Якутска. Работник домофонной компании по совместительству и самоварный доктор Айболит Игорь Кудрявцев. Он большой коллекционер и реставратор самоваров, всецело поглощенный своим увлечением. Ульяна Шагина подробнее. Глядя на торжественно сверкающие пузачи, даже трудно представить, что когда-то в руки Игоря Кудрявцева они попали старыми, дырявыми и черными от угля и сажи. Видите, все счищается. Вот, допустим, кувшин, он тоже чистится до латуни. Колосник я меняю. Свое необычное хобби Игорь начал всего 6 лет назад и уже собрал серьезную коллекцию. Это более 100 самоваров разных годов и даже веков. Рюмки, кастрюльки, банки, шарики и фонарики. Формы у самоваров бывают самые разные. О каждом из них он может рассказывать часами. Самовар, форма шарик, ну или шар, был приобретен мною в Финляндии. То есть я списывался с человеком, который в Финляндии продавал этот самовар. Выпуск этого самовара, ну я думаю, конец 19-го, начало 20 века. Самоварная фабрика Берта Густавны Тейли. Кстати, в Якутии в основном распространены самовары именно этого тульского торгового дома имени Берты Густавны Тейли. Огромные, латунные, их производство было поставлено на поток фабрикой Тейли в 1870-х годах. Удивительно, спустя столько времени прикоснуться к истории, а ведь многие самовары до сих пор имеют следы тех времен. Вот эти приказчики, да, сделали договор, может быть, с местным губернатором или как. Ну вот в основном, вот, как сказать, если из большего количества самоваров приносят мне в реставрацию, то чаще всего Тейли. Но есть у Игоря и самовары других фабрик – Баташовых, Шимариных, кроме того, захряпинские, вятские, тульские и московские самовары. Чтобы найти утерянные детали на их реставрацию, мастеру приходится связываться с другими мастерами со всей России. Вот Саша в Армавире, он точит деревяшечки новые. Вот эти он мне деревяшечки выточил, чтобы я их смог поставить вот на эти ручки. Вот сюда вот. Но это только детали. Основную же работу приходится все же выполнять самому. Выровнять и выстучить смятые стенки, где-то подпилить, а где-то зашкурить. Работа кропотливая, но как приятно потом пить чай из сверкающего и чистого самовара. Кстати, подогреть воду в таком самоваре – отдельное искусство. А вдвойне приятно пить свежезаваренный чай. Мастер утверждает, что он не только вкусный, но и полезный. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, берегите себя и свое здоровье.